Я продолжаю писать карту дня на 18 декабря. Мы смотрим с вами следующие 6 знаков зодиака. Это у меня будут знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли на это видео, а вам нужны, допустим, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев или Дева, но здесь вы не найдете этих знаков. Вам нужна первая часть. Под этим видео внизу есть ссылочка. Там написано ссылка на первую часть. Нажимайте, переходите, вот там будут ваши первые 6 знаков. Смотрим весы. 18 декабря. Подарок выпадает, первое событие. Можете получить подарочек или подарить. Обман. Маска. Роза, свидание. Гости. Ожидание. Корабль. Неприятность нельзя. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, что получается. 5 событий. Первое показывает, что могут быть гости, подарки в этот день у вас в понедельник. Приятная встреча, может быть свидание, ожидание кого-то, чего-то. И единственное предупреждение — это обман, маска. Ну, возможно, кто-то может вас в этот день обманывать. Поэтому ко всему, ко всем, да, то есть относитесь с подозрением в этот день. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. 18 декабря. События дня. Будильник скорпиона. Первое событие. Показывает, что что-то будет со временем не так. Можете куда-то сильно спешить. Тайную встречу нельзя. Деньги. Мешок с деньгами. Обман. Маска. Подсвечник нельзя. Неприятность нельзя. И здесь нет. То есть я нашла для вас только 3 события. Первое событие показывает, что следите за временем. В этот день правильно рассчитывайте, распределяйте время. Могут быть какие-то события, связанные с финансами. То есть это плюс, ну, деньги приходят и уходят. То есть может быть и плюс, и минус. Вот по сундучку точно плюс всегда, да, то есть а по мешку может быть минус. И еще, видите, не очень хорошо, что выпадает обман, маска.
да, то есть обманы, деньги, такое себе сочетание. Вдруг, если что-то будете покупать в этот день, переводить куда-то деньги, что-то оплачивать, будьте осторожны, внимательны. Сейчас идет ретроградный Меркурий, да, то есть мы можем ошибаться, неправильно вводить данные, да, то есть неправильно вводить сумму, там на нолик поставили больше, да, то есть потеряли там на энное количество денег, да, то есть больше, поэтому просто вот следите за собой, да, чтобы не было ошибок. Ну и старайтесь, да, то есть включайте свой рентген, старайтесь избежать обмана в понедельник. Благодарю за внимание, перехожу к стрельцам. Так, стрелец. 18 декабря. События дня для стрельцов. Будильник. Первое событие. Деловая встреча. Смотрите, может быть, у вас встреча назначена на определенное время, а будильник говорит, ну, вы можете не успеть. Мешок с деньгами. Возможно, видите, на этой встрече пойдет речь о финансах. Можете много заработать. Исполнение желания. Цветок. Солнышко, радость. Змея. Нерешенный вопрос. Цепочка. Корона нельзя. Здесь нет. Значит, в этот день деловая встреча, спешка, опоздание, какие-то события, связанные с финансами, хорошее настроение, радость, исполнение желания. Ну, понятно, радость – это исполнение желания. Также нерешенный вопрос может быть. То есть, видите, встреча будет, но вопрос не решится. Ножницы не совпали. Нет решения вопроса в понедельник. И змея, ну, это обычно люди, которые завидуют, да, то есть пытаются ужалить, задеть, как-то вас укусить. Поэтому будьте готовы к тому, что кто-то будет брызгать ядом в вашу сторону. Благодарю за внимание. Перехожу к козерогам. Козерожки. 18 декабря. События дня. Угу. Первое свидание, первое событие. Роза. Колокольчик. А, тут победа еще, видите? Победа и колокольчик. Два варианта, смотря что первое увидели.
Но мне почему-то первый колокольчик бросился в глаза, хотя, да, прям вот победа она сама даже складывалась. Ладно, давайте оставим победу. Если увидели колокольчик первым, тогда проиграется болтовня, разговоры. Мешок с деньгами. Так, здесь нет. Здесь есть часы. Я еще так сюда смотрела, вот мне было ощущение, что здесь что-то есть. Тут, оказывается, сбоку. Понятно. Будильник. Так, смотрим. Нет. Нет. Корабль нельзя. Это нет. И здесь нет. Получается, вот 4 события у вас. Первое — свидание, приятная встреча. Может быть, победа в работе, в делах, какие-то успехи, победа, результат, финансовые поступления. Но опять же, здесь не обязательно. Здесь может быть и минус по финансам. Да, то есть, ну, в любом случае, какое-то взаимодействие будет с деньгами в этот день. И будильник показывает, что вы можете куда-то опаздывать. Поэтому правильно распределяйте время в этот день, чтобы не спешить. Благодарю за внимание. По дорожке перехожу к водолеям. Смотрим, водолеи. 18 декабря. События дня для водолеев. Понедельник. Колокольчики. Ну, вернее, колокольчик. Пустые разговоры. Домик, события в доме. Корабль, ожидания. Свидание. Якорь нельзя. Замочек есть. Замочек, тайна. Проверяем теперь здесь. Смотрим. Горизонтали нет, вертикали нет. 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 Будильник нельзя. Нет. И есть еще бабочка. Деловое общение. Получается, смотрите, значит, в этот день пустые разговоры с кем-то, события, мероприятия в семье, ожидание, приятная встреча, открытие секретов, тайн и деловой разговор, деловое общение с кем-то, может быть. Вот такой вот. Ага, еще смотрите, вот увидела, пропустила в начале. Конфликт, острая ситуация. То есть вот есть минус, да, то есть у вас это конфликт с кем-то в этот день. Может быть на событии, видите, рядышком выпали. То есть из минуса получается конфликт и ожидания. Может быть конфликт из-за ожидания. Кого-то будете долго ждать, и потом будете ругаться, что уже заждались. Может быть даже так. Благодарю за внимание и перехожу к рыбкам. Смотрим, рыбки. 18 декабря, понедельник, события дня.
Ножницы, первое событие. Решится какой-то вопрос у вас в понедельник. Так что, если что-то задумали решать, точно решите. Деловой разговор. Слезы. Конфликт. Слезы из-за конфликта. Цыпленок. Это семья, детки. Корабль нельзя. Подсвечник. Колокольчик еще есть. Угу. Значит, смотрите, что в этот день будет. Будет деловой разговор, решение вопроса. Будет общение с семьей, с детьми, пустые разговоры, болтовня. Надежды на что-то, ну, возможно, надежды, да, то есть на решение вопроса, видите, вопрос решается. Пустые разговоры, конфликты, слезы. Да, вот из минуса два варианта, видите, выпали конфликт, слезы. То есть, возможно, пустые разговоры, болтовня обычно закончится конфликтом для вас. Так что вот так. Такое предупреждение на понедельник. Если не хотите ругаться, то, в принципе, вы в силах, да, то есть эту ситуацию изменить. Вы можете просто не реагировать, и тогда конфликта не будет. Потому что в конфликте всегда участвуют двое. Да, то есть если одна сторона его не хочет, то конфликта не получится. Так что вот так. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.